В конце прошлого года в Ленске открылась новая пекарня. Производством хлеба и кондитерских изделий занималась индивидуальный предприниматель Ирина Лапина. Ирина Александровна приобрела известность у местного населения как мастер ногтевого бизнеса. Благодаря усердному труду со временем открыла свой салон красоты. Так и стала предпринимателем. Шли годы, хотелось чего-то нового. Так и пришла идея попробовать свои силы в общественном питании. Идея воплотилась в жизнь. Ирина открыла ресторан «Квартал». Надо сказать, что он сразу полюбился ленчанам за уютную обстановку и вкусную еду. «Квартал» стал одним из любимых мест отдыха ленчан. Но и на этом фантазии владелицы ресторана не закончились. Пришли новые мысли, новые желания, и она поставила себе новую цель – открыть пекарню. Съездив на обучение в город Новосибирск, Ирина вернулась. Вдохновленная, с технологическим меню, тут же все закрутилось. Идея пришла не то, что вот прям я мечтала. Все с годами, со временем. Я в свое время занималась совсем другим бизнесом. Но так вот жизнь сложилась, что пришлось. Не то, что пришлось, а идея пришла, съездила я в большой город, где это очень актуально. И просто вот прям меня за душу взяло. И захотелось также в городе сделать большой выбор хлеба и свежей выпечки. К этому мы шли почти год. С этой идеей ходили почти год. Потом все-таки решились, как говорится, не было счастья, да несчастья помогу. Это пандемия. Так как у меня бизнес еще есть, ресторан «Квартал», многие, может, знают. И все знают, что очень тяжелый там бизнес стал работать. И вот это, можно сказать, и подтолкнуло дальнейшее развитие именно в этом. Именно в выпечке и разнообразие большого хлеба. Естественно, это все не бесплатно. Я заплатила за курсы, обучилась, попала в большую пекарню в городе Новосибирска, познакомилась очень с грамотным технологом. Он мне предоставил большое количество технологичек. Потом мы перед открытием его пригласили в свой город Ленск, и нам он помог открыть пекарню. Один из своих салонов красоты Ирина переоборудовала под пекарню. Помещение было реконструировано, проведен ремонт, установлена современная вентиляционная система, закуплено оборудование. Все в соответствии с требованиями Санпина. Так как у меня еще есть свое помещение, это очень много мне помогло, и я решила все переделать. Убрать все, что у меня там была косметика, и я решила все переделать на выпечку. Проходное место, очень удобно для людей. Рядом школы, садики, очень много офисов. Удобно можно подъехать, автостоянка удобная. Пекарня расположилась в самом центре города, поэтому пройти мимо просто невозможно. Европейский дизайн, запах свежей выпечки и ее разнообразие не оставят равнодушными никого. Появляется желание попробовать все. Более десятка видов хлеба, и это только начало. По словам хозяйки пекарни, пока выпекается хлеб небольшими партиями. На сегодняшний день, я хочу сказать, это вообще небольшое количество хлеба мы сейчас выпекаем. В среднем где-то 11 видов. Но у нас еще все впереди, у нас очень большое количество хлеба, выбор будет. Пока вот самое такое, что самое, разнообразие бородинские, первые сорта и высшие сорта, все на заквасках. Мы, кстати, делаем все хлеба на заквасках, на пшеничных, на ржаных. У нас есть хлеб на трубях, потом без дрожжевые хлеба есть у нас. Швейцарский у нас бездрожжевой, если кто-то будет интересоваться. По фирменному рецепту выпекается в пекарне немецкий хлеб, без дрожжей, с содержанием большого количества злаков. Сегодня предприятие только начало свое развитие. На его благо трудится небольшой коллектив, всего 6 человек, но все они профессионалы своего дела. Ребята профессионалы, они все работали в общепите, работают тоже. Работают межвахта, и у них подработка. Поэтому, есть, конечно, которые работают на постоянке. Сейчас Да. Не 2 недели, а сколько? Вот с открытия мы работали где-то неделю, чуть больше в ночь. И вот только буквально несколько дней назад мы стали работать с утра. И намного легче, да? Намного, конечно.
Ну, у нас пока был здесь с нами технолог, мы работали ночью. Мы только открылись, а мы делали очень много продукции, и за день мы не успели ее сделать. А сейчас уже все, мы как бы начинаем уже вставать с руслы, и мы же уже понимаем, сколько надо продукции в день сделать. Все успеваем, и всегда выпечка свежая у нас в магазине. С утра и с 8 утра начинаем привозить свежую выпечку. В течение дня 3-4 раза мы привозим. И до вечера. А? Вот. Ну, конечно, помещение мы делали огромный здесь ремонт. Долго не могли найти помещение. Вот нашли наконец-то. Полгода мы ремонтировали его. Вот. И я думаю, что у нас получилось все с мужем. Ну, очень много сделали сами. То есть мой муж у меня сам делал. Потому что у нас проблема в нашем городе еще и со строителями произошла. Оборудование у меня польское на сегодняшний день. Производство Польша. Ну, в дальнейшем будем работать и приобретать более... Поэтому пока вкусный бизнес не встанет на ноги, Ирина, отодвинув все остальное на второй план, ушла с головой в руководство процессом изготовления хлеба и сама принимает непосредственное участие в приготовлении кондитерских изделий. Строю свой рабочий день, конечно, мне сейчас, так как мы только открылись, я, можно сказать, те бизнесы на задний план у меня ушли, так как и пока не встанем в русло в пекарне, я буду больше времени уделять, конечно, пекарне. Мой рабочий день начинается с 5 утра, ну и заканчиваю в 6-7 вечера. Ну, работаю почти каждый день, пока не найдем хороший коллектив. У нас, в принципе, коллектив неплохой сейчас. Молодые люди очень хорошо работают. Но надо людей еще нам, чтобы уже окончательно было 2 бригады, по 3 человека. Рабочий день в пекарне, как уже сказала Ирина, начинается с раннего утра. Первым делом замешивается тесто. Я прихожу зранку в 5 часов утра и начинаю взвешивать сырье на весах. Потом уже закладаю все в тефтомес, доливаю воду по рецептуре. Все зависит от меня. Как я замешу хлеб, такой и будет хлеб на производстве. После того, как тесто замешано, тут же принимается за работу пекарь. Александр Глотов работает у Ирины Лапиной с самого открытия пекарни. Как приезжал сюда пекарь-шеф, вот, открывали когда пекарню, запускали ее. Вот мы с первых дней, то бишь 4 дня с ним мы были. Вот, и дальше уже начали сами работать по отработанной схеме. Принимаем заявки и по заявкам уже выполняем ее, то бишь отпекаем хлеб, ну и отпускаем его в магазин продукцию готовую в течение дня. У нас дневные смены, у нас ночных нету, чтобы хлеб постоянно поступал у нас в горячие магазины. Александр – мастер своего дела. Именно так нам его охарактеризовала предприниматель. Он знает все секреты приготовления хлеба. Раскидываем хлеб по формам, в расстойках. Самое главное в хлебе – это время. То есть надо выдержать время, ферментацию теста, ну, чтобы оно не перестояло. Если оно перестоит, упадет. Если оно не достоит, то бишь не достоит, то бишь его может порвать, он будет некачественный, будет невкусный, он будет крошиться. Поэтому самый важный фактор – это время у нас. Александр печет хлеб, его коллеги – пироги, а вот сама предприниматель кропотливо трудится над пирожными. Ирина признается, что за изготовлением сладкого лакомства вспоминает юность, когда работала в городской пекарне и пекла хлеб, и мечтала стать кондитером. Сегодня мечты стали реальностью. Хозяйка пекарни представила ленчанам огромный выбор кондитерских изделий на самый изысканный вкус. Торты, пирожные, слойки, пышные круассаны, воздушные десерты. Это рай для сладкоежек. Также для любителей быстрого и сытного перекуса большой выбор сэндвичей с разными вкусами мясных и рыбных пирогов. У нас очень большой выбор слоеного. Из слоеного теста выпечка. Это полюбившиеся наши круассаны с сыром, шоколадом, просто без ничего, с семенами льна. У нас очень большой выбор слоеного теста пирогов, мясные, рыбные, куриные пироги. Слоеного теста слойки называется, с яблоком, с маком. К чаю очень большой выбор. Кофе с собой, чай с собой. И бутерброды, кондитерка, полуфабрикаты. Полуфабрикаты – это у нас
Большой выбор пельменей, вареников, голубцы и манты. Продукция, которую изготавливает предприниматель, является конкурентоспособной, потому как ее аналогов в продаже нет. Стоит она немного дороже, чем привозная и выпускаемая в других городских пекарнях, в силу того, что при изготовлении используются только натуральные ингредиенты, но спрос на нее есть. Предприниматель отмечает, что за время работы уже сформировался определенный круг постоянных клиентов, а по объему реализации продукции заметно, что клиентов становится все больше. Сегодня на прилавках пекарни Лапина всегда можно найти минимум 10 сортов хлеба, 10 видов булочек и более 30 видов других кондитерских изделий. Чтобы большой ассортимент лучше продавался, Ирина Александровна придумала небольшое маркетинговое ноу-хау. По словам предпринимателя, в первую очередь нужно продавать горячие изделия. Они самые свежие и вкусные. Человек, который откусил горячую булочку у кассы, обязательно вернется за второй. Вся продукция с пылу с жару из пекарни поступает на прилавок фирменного магазина, где раскупается за считанные часы. Мы, например, открыты, грубо говоря, неделю, но у нас поток людей с самого утра и до самого вечера. Соответственно, у нас поставки 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Как бы всегда все свежее. А что больше всего пользуется спросом? Все. Кто-то что-то любит сладкое, кто-то хлеб, кто-то печеное, кто-то любит заморозку, у нас своя заморозка. Все спросом, каждому свое. Если что-то остается, мы вечером это идем на списание, нас увозят, как бы на второй день это не остается. Как уже сказала Валерия, ленчане с самого утра заглядывают в пекарню, чтобы по пути на работу купить свежий кофе и вкусный завтрак. Есть уже постоянные покупатели. Многие из них выбрали для себя определенный сорт хлеба, в том числе и сами работники. Много всего. Самое, что мне безумно понравилось, это альпийский хлеб. Он с морковкой и зернышками идет. Либо чиабатта с сыром. Самый популярный у нас. Очень вкусно. Мы тоже не удержались и попробовали хит продаж – ароматный хлеб чиабатту. И хотим сказать, что это действительно вкусно.